Джайрасском районе Ингушетии продолжается международный фестиваль бейсджампинга «Легенда города-2019» в памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту всемирно известного экстремала Глеба Воеводина. Во второй день фестиваля спортсменам необходимо совершать прыжки с вершины Столовой горы, или, как его называют в народе, Мед Плам. Человеку, незнакомому с экстремальными видами спорта, может показаться, что спортсмены просто спускаются с внушительных высот в своих специальных костюмах. Но однако во время прыжка бейсджамперы выполняют сложнейшие трюки. Они с легкостью пролетают всего несколько сантиметров от выступов или протискиваются в небольшие просветы между скалами. Может, это и выглядит просто, однако на деле нужно немало опыта, чтобы рассчитать безопасное расстояние до объекта или пронестись прямо мимо него. Давайте просто понаблюдаем за прыжками профессионалов своего дела. В бейсджампинге есть масса тонкостей и нюансов, незнание которых может привести в лучшем случае к серьезным травмам. После прыжка спортсмены свободно парят, лавируя среди объектов. После этого они раскрывают свои крылья, которые позволяют им выполнять всевозможные трюки. Когда до земли остается совсем немного, спортсмены открывают свои парашюты и плавно приземляются. Немаловажное значение в этом виде спорта имеет и правильная экипировка. Wingsuit, или проще говоря, костюм и крылья. Это специальный костюм, конструкция которого позволяет набегающим потоком воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, создавая тем самым аэродинамический профиль. Это дает возможность выполнять планирующие полеты. При полетах в Wingsuit для приземления используется парашют, поэтому они считаются разновидностью парашютизма. Ну а после выполнения прыжка спортсмену необходимо правильно сложить свою экипировку. Павел, расскажите про ваш костюм. Наверняка многим нашим зрителям будет интересно, с помощью чего прыгают бейсджамперы. В общем, в целом расскажите про ваш костюм, как его одевать правильно, из чего устроен вообще в целом. Ну, это костюм Wingsuit. Он позволяет совершать не просто падение, а полет. С достаточно большой горизонтальной скоростью можно даже взлетать вверх, набирая высоту. Люди в таких костюмах набирают по 50-100 метров высоты, представляете, просто 100 метров вверх. По конструкции он идентичен парашюту, то есть у него... То есть и материал такой же, да? Материал такой же, просто он чуть-чуть плотнее. У парашюта ткань более тонкая, потому что нам необходимо укладывать парашют в контейнер.
Чтобы он укладывался плотнее, ткань делается более тонкая. Но принцип тот же. Ткань не пропускает воздух из парашюта наружу и из вингсюта наружу. То есть позволяет парашюту и вингсюту держать давление. То есть, как вы уже сказали, то же самое, да, костюм тоже не пропускает, да, ветер? Да, костюм, по сути, тот же парашют. Только в случае парашюта мы подвешены на стропах под ним, в случае вингсьюта мы находимся в самом парашюте, то есть в крыле. То есть, соответственно, вингсьют состоит, то есть у него есть несколько крыльев. Есть ручные крылья, вот эта вот часть. Есть, то есть, два ручных крыла, есть крыло ножное. Вот. Каждое крыло состоит из двух оболочек, которые соединены нервюрами перешитыми. Соответственно, между оболочками есть воздух под определенным давлением. Давление создается набегающим потоком через воздухозаборники. То есть мы летим с большой скоростью, вингсют надувается, становится жестким и позволяет таким образом нам, собственно, лететь. Создает подъемную силу, точно так же, как крыло самолета, параплана и так далее. Павел, а если говорить уже непосредственно про сам прыжок, да, вот вы уже прыгаете, и когда нужно раскрывать уже парашют? Во время приземления? Парашют именно? Да, именно. Да, парашют раскрывается перед приземлением, то есть за 150-200 метров. Ну, вообще, чем больше, тем безопаснее. То есть, если можно раскрыться повыше, нужно раскрыться повыше. Но некоторые линии не позволяют открываться слишком высоко, потому что должен лететь вдоль рельефа. То есть, сначала пролететь маршрут, который ты хочешь, а потом уже сделать взлет небольшой, чтобы сбавить скорость и открыть парашют. Ну, в принципе, вы же и в прошлом году, да, в Ингушетии прыгали со Столовой горы. Да. Ну, сколько времени примерно уходит, чтобы приземлиться уже с этой высоты? Секунд 20-30. То есть за 20 секунд вы уже приземляетесь, да? Да. После открытия 20-30 секунд. Ну, есть, вы же наверняка, да, в разных странах там участвовали, да, в международных турнирах. Можно с какой-нибудь другой страной сравнить в Ингушетию? Вообще, как вам в целом участие у нас? На самом деле в Ингушетии уже второй раз, и все, не перестаю удивляться просто красоте и величественности этих мест, а также дружелюбию, гостеприимству местных жителей. Здесь очень здорово, сюда хочется приезжать снова и снова. То есть, если в следующем году, опять же, у нас пройдет такой же международный турнир, вы планируете приехать? Да, я думаю, что да. После окончания первых прыжков прямо у подножия Столовой горы спортсменов ждет горячий обед. Несколько часов перерыва – это прекрасная возможность подкрепиться, набраться сил и, конечно же, любоваться красотами Джайрасского района. Некоторые из участников фестиваля в Ингушетии не в первый раз. Для них бейджампинг – это не просто хобби, это смысл жизни. Вот и сегодня среди спортсменов есть и те, кто отметил свой юбилейный прыжок с вершины Столовой горы. В Ингушетию я вот лично приезжаю с 2014 года, по-моему, только один раз пропустил. Вот. Прекрасное место, потому что до этого все ездили прыгать за границу, там Италия, Швейцария, там Альпы. А потом вот нашли у нас такое, это прекрасно, что можно в своей родине, в своей стране прыгать. И причем здесь горы и экзиты, то есть точки, с которых мы прыгаем, и линии полетов, они не менее интересные, чем в Альпах, а некоторые даже более интересны. Например, Столовая гора, вот когда ты прыгаешь в ущелье, такого я больше нигде не прыгал, нигде не видел такого. Вот, поэтому тут все, конечно, прекрасно. Вот ездим каждый год, только один год, по-моему, пропустили. Вот, сегодня прыжок пошел отлично. У меня сегодня был как раз юбилей, я прыгнул свой 700-й бейс-прыжок. У меня была вот такая круглая дата. Вот мы с Лешей Дроздовым пролетели, он меня поснимал, прилетели около рельефа. Вот, все великолепно, как, в общем-то, и всегда. Если говорить уже про дальнейшие планы, наверняка в следующем году тоже в Ингушетии пройдет этот международный фестиваль. Есть ли планы вернуться сюда обратно? И как вам в целом гостеприимство? Нет, конечно, обязательно, потому что я же говорю, я сюда приезжаю уже 5 лет каждый год. И не собираюсь и дальше пропускать. Естественно, будем приезжать, причем все больше и больше народу. У нас раньше вот были только россияне, а в этом году вот мои друзья из Италии приехали, 2 человека из Италии, 1 из Бразилии, вот еще из Турции ожидаем 1. То есть уже действительно международное мероприятие. Люди из разных стран интересуются, приезжают. Вот, естественно, в следующем году тоже приедем. Ну, возможно, если будет, конечно, если было побольше времени, нашли какие-то новые точки для прыжков, это требует довольно много времени, ходить, искать. Вот, надеемся, может быть, как-то получится организовать вертолет. У нас вот в 2014-2015 году был вертолет.
Вот, и на вертолете, конечно, можно много и больше и быстрее попрыгать, потому что пока мы ходим пешком, естественно, у нас получается один прыжок в день. Вот с вертолетом можно сделать несколько и разведать какие-то новые точки. Всероссийский фестиваль бейсджампинга «Легенда гор» для нашей республики стал уже традиционным. Первооткрывателем гор Ингушетии для бейсеров стал всемирно известный экстремал Глеб Воеводин, в честь которого и назвали фестиваль. Каждый год география участников соревнований растет. Постепенно горную часть Ингушетии посещают и представители дальнего зарубежья. Фабио, расскажите, как прошел прыжок, как вам пребывание в Ингушетии, как в целом проходит фестиваль, на ваш взгляд? Да, сегодня он здесь совершил первый прыжок. Было ветрено, но полет прошел хорошо. Очень ему здесь нравится вся местность и все виды. Он надеется, что удастся прыгнуть еще и с какой-нибудь другой скалы здесь, в Ингушетии. Очень понравился пролет над башней. А если в следующем году пойдет такой же турнир, есть ли в планах вернуться в Ингушетию и снова попрыгать у нас? Конечно, он очень надеется. Помощь в организации также оказали и бейсджамперы клуба «Легенды гор». Всего в фестивале принимают участие более 25 спортсменов, среди которых представители Москвы, Кирова, Рязани, Курска, Санкт-Петербурга, Италии, Бразилии, Турции и других стран. Алексей, расскажите, как проходит второй день фестиваля, насколько все удачно проходит? Уже ребята завершили, да, прыжок? Насколько все удачно прошло вообще? Ну, как всегда, у нас все удачно. Второй день у нас удачный. Везет с погодой. Все участники довольны. Сегодня вот второй экзит, вы можете видеть, откуда мы прыгали. Это Мят-Лаам. Вот прыгали именно в эту щель. Всем понравилось. Немножко с ветром, но все отлично приземлились, у всех хорошее настроение, отличная погода. Ну, всем все нравится. Если в целом говорить вот про Джейрасский район, вы же наверняка уже не первый раз приезжаете, да, в Ингушетию? Или в прошлом году тоже наверняка здесь были? 8 лет подряд приезжаю в Ингушетию, в Джейрасский район. Открываем много новых мест, новых гор, откуда прыгать. Вот сегодня эта гора уже достаточно традиционная. Здесь уже было прыжков, наверное, 100-150 сделано. Всегда все было отлично. Вот завтра поедем уже на новую гору. Сейчас собираемся на второй прыжок. Чуть немножко ветер стихнет, и опять я думаю, что будут замечательные прыжки. То есть можно уже говорить, да, смело, что то, что Джейрасский район, это идеальное место для бейсджампинга, да? Да, даже, наверное, я не знаю, дальше Джейрасского района, наверное, если все ущелье это Джейрасский район, то да, наверное, можно так говорить. Вот что вы для себя ожидаете от этого фестиваля? Что это может нам дать, в общем, в целом, если говорить? Объединение народов, да? Ну, конечно, он же у нас уже 8-й год, к нам приезжают уже иностранцы в этом году, уже достаточно большое количество иностранцев. Я надеюсь, что в следующем году прибавится, они как бы расскажут всем, покажут, что здесь вполне безопасно, что здесь отличная кухня, отличные горы. Как вы знаете, что не все иностранцы еще как бы спокойно относятся, да, к Кавказу в целом, да, но если они сейчас у нас побывают, посмотрят, что здесь отличные люди, отличные горы, всем это все расскажут и скажут, ну, я думаю, что в следующем... Да, конечно. И расскажут, и то в следующем году мы ожидаем уже большее количество участников за границей. По окончании второго дня фестиваля участники могут набираться сил перед покорением новых высот. Третий день фестиваля пройдет у подножия горы Ни, где спортсмены в очередной раз смогут понаблюдать за красотами Джейрасского района с высоты птичьего полета.